Уважаемые присутствующие, уважаемые участники круглого стола, посвященные приемной кампании, летней приемной кампании, проводимой в эти дни. Начало она взяла 15 июня 2019 года, приемная кампания Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Якутская государственная сельскохозяйственная академия. Доброе утро. Наш сегодняшний круглый стол посвящен тем вопросам, которые интересны не только для наших потенциальных абитуриентов, которые сегодня присутствуют в этом зале, но также посвящен всем тем родителям и всем заинтересованным организациям, предприятиям, работодателям, которые заинтересованы в повышении качества подготовки специалистов в нашем вузе. Сегодня в круглом столе принимают участие представители нашего вуза. Это руководители образовательных подразделений наших 5 факультетов, нашего колледжа технологий и управления. Также в составе Якутской государственной сельскохозяйственной академии есть Актемский филиал. В составе нашей академии Институт непрерывного профессионального образования. И очень актуальный в последнее время, и он создан у нас в отделе, мы уделяем большое внимание, это отдел по международному и межрегиональному сотрудничеству. Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, разрешите слово предоставить начальнику Центральной приемной комиссии Надежде Алексеевне Михайловой. Добрый день. Разрешите кратко рассказать про приемную кампанию этого года. Приемная кампания ЕГСХ началась 15 июня и продолжится в несколько этапов. Выпускников СПО после колледжа мы принимаем до 15 июля. 16 июля по 26 число будут проводиться экзамены, которые мы сами проводим в традиционной форме по вступительным испытаниям. Выпускников школ с результатами 3 экзаменов ЕГЭ мы принимаем до 26 июля. Как вы знаете, абитуриенты, ЕГЭ в этом году действительно с 2015 года. То есть они действительно в течение 4 лет. Далее 29 июля будет первое зачисление в число студентов для отдельной категории лиц. Это дети-сироты, дети-инвалиды и лица, заключившие договора о целевом обучении в рамках федерального бюджета. 3 августа состоится первый этап зачисления в рамках бюджетных мест до заполнения 80% контрольных цифр. Затем 8 августа состоится второй этап зачисления по очной форме. Выпускников, поступающих по программам СПО в наш колледж, мы будем принимать до 15 августа, а поступающие в магистратуру до 10 августа. И зачисление состоится 16 августа. А те, кто желает поступить по договорам об оказании платных образовательных услуг, мы будем принимать до конца августа. Вступительные испытания у нас по факультетам практически одинаковые. Это математика профильного уровня, русский язык и биология или физика, в зависимости от выбранного направления. Также есть у нас экономический факультет. Третьим выборным предметом является обществознание. И на новое направление, которое мы открыли в этом году, информационные системы и технологии, третьим предметом является информатика и ИКТ. Минимальные баллы у нас самые низкие по Рособорнадзору, да? Например, математика 27, русский язык 36, биология, физика 36, обществознание 42 и информатика 40. Конкурс каждый год бывает по-разному.
принимаем по самым минимальным, а затем уже как будут абитуриенты сдавать экзамены, какие будут у них баллы ЕГЭ. В основном конкурс идет в среднем от 50-60 баллов. Но повторюсь, что конкурс каждый год по-разному. По программам магистратуры мы проводим собеседование по специальности, проводит специальная комиссия из числа профессоров и деканов факультетов. Каждый абитуриент имеет право получить дополнительные баллы к его результатам. Мы даем по правилам приема максимально 10 баллов. Это можно получить, если у вас есть золотой знак ГТО, аттестат с отличием, диплом СПО с отличием. Если у вас есть дипломы победителей и призеров различных олимпиад регионального, всероссийского уровня по математике, биологии, физике. Если у вас есть достижения в творческих конкурсах, научно-практических конференциях и спортивных состязаниях городского, регионального и всероссийского уровня. И также есть несколько также видов конкурсов. Это выбор проф Якутск, который проводилась осенью, и чемпионат Обилимпикс для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Весь перечень у нас висит на сайте и на стенде Академии, можете ознакомиться. Максимально можно получить 10 баллов к своим результатам ЕГЭ. Далее у нас практически по всем направлениям есть бюджетные места из бюджета Российской Федерации, да? То есть помимо этого есть отдельная квота для поступающих по целевому обучению и для лиц с особой квотой. Что такое целевое обучение? Вы должны уже иметь договор о целевом обучении с заказчиком или работодателем. Заказчиком может быть любая организация, государственная или муниципальная. Это может быть орган государственной власти. Это может быть ваша улусная администрация, да, или управление там, сельского хозяйства, управление образования. Заключаете договор, приносите нам документы, и мы вас принимаем и уже на этапе зачисления смотрим ваши баллы. Если на выделенные места нет более претендентов, то вы уже поступаете на свое место. Что дает целевое обучение? Это гарантированное трудоустройство после окончания. Дополнительные стипендии могут предусмотреть заказчики и обеспечение общежитием в первой очереди. Да? У меня все. Если есть вопросы, я могу добавить. Спасибо, Надежда Алексеевна. Уважаемые присутствующие, разрешите немного ознакомить с нашим сегодня мероприятием. Да? Слово будут даны и информация будет предоставлена от руководителей образовательных подразделений. Наши студенты тоже примут участие в сегодняшнем нашем круглом столе. И также по окончании сегодняшнего круглого стола заинтересованные вопросы, если возникнут у присутствующих, уважаемые присутствующие, можете задавать. Сегодня день, когда мы открыты, и день, когда мы можем ответить на ваши все вопросы. Так как вы участвуете в нашем круглом столе, мы для вас открыты сегодня. Открыты всегда наши двери для ваших ребят, для наших абитуриентов. Разрешите слово предоставить специалисту отдела международного и межрегионального сотрудничества Маргарите Ивановне Новгородовой. Иннокентьевне. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Позвольте мне, пожалуйста, вас ознакомить с нашим международным и межрегиональным сотрудничеством, которое осуществляется в рамках Якутской госсельхозакадемии. Итак, на данный момент Якутская госсельхозакадемия очень активно развивает международное и межрегиональное сотрудничество. В данный момент Якутская госсельхозакадемия заключила соглашение о сотрудничестве с рядом зарубежных вузов, в которые входят Монгольский государственный аграрный университет, университет Лаваля, Гогенгеймский университет, Североказахстанский государственный университет, также Казахский агротехнологический университет, Казахский университет торговли, экономики и международного права. В
В прошлом 2018 году к нам приезжали в Якутскую госсельхозакадемию студенты из Северного Казахстанского государственного университета, проучились у нас по обменной программе. Обучение проходило в течение семестра. Также уже в этом году, в 2019, наши студенты уже поехали в Ставропольский государственный аграрный университет и в Северо-Казахстанский государственный университет по обменной программе и проучились там в течение семестра. Мы уже, конечно же, поговорили с нашими студентами, говорят, что опыт был полезный и очень позитивный. Также наши студенты имеют возможность пройти сельскохозяйственную практику в Германии на базе Новосибирского государственного аграрного университета. У нас с ними также есть соглашение. Каждый год наши студенты туда едут. Также Академия активно сотрудничает с различными международными организациями, в частности с ЮАрктик, также известный как Университет Арктики. По их обменным программам «Север к северу», также известный как North to North, наши студенты имеют возможность обучаться в различных зарубежных образовательных учреждениях, например, в Польше, Нидерландах, в Швеции и в других европейских странах. Также на данный момент Академия реализует различные курсы иностранного языка, в которые входят английский язык, французский язык и немецкий языки. На данный момент в Академии обучается 52 иностранных студента, из них 24 студента из Республики Таджикистан, 26 студентов из Киргизской республики и 2 студента из Монголии. На этом все. Спасибо большое за внимание. Хотелось бы, спасибо, Маргарита Иннокентьевна, хотелось бы добавить, уважаемые присутствующие, слушатели, о том, что Академия уделяет большое внимание межрегиональному и международному сотрудничеству. Все вышесказанное на сегодняшний день нашим специалистам, оно работает, и на перспективу оно работает. И мы на сегодняшний день имеем планы расширить свои соглашения и договора с другими зарубежными партнерами. У нас на стадии договоров о сотрудничестве по обменным программам по научной и образовательной деятельности с Китайской Народной Республикой, с Монголией, с Кореей и с другими странами. Также мы уделяем большое внимание и межрегиональному сотрудничеству. Сейчас у нас есть сотрудничество, мы их расширяем для повышения качества образования. Уважаемые присутствующие, разрешите дать слово декану факультета ветеринарной медицины, доктору ветеринарных наук, профессору Галине Петровне Протодиаконовой. Всем добрый день. Меня зовут Галина Петровна Протодиаконова. Работаю деканом факультета ветеринарной медицины. Ну, факультет наш ветеринарной медицины, ранее он назывался просто ветеринарный факультет, как вы знаете или, может быть, не знаете, существует с 1956 года. То есть первый выпуск состоялся еще в далеком 1961 году. В этом году мы выпустили уже 59-й выпуск ветеринарных врачей. Наш факультет на сегодня что из себя представляет? Это факультет со слаженной традиционной работой. У нас работают высококвалифицированные педагоги-специалисты, учатся студентов более 654 студента на сегодня. У нас есть такие направления подготовки. Это единственный специалитет по академии – это ветеринария. Мы готовим ветеринарных врачей. Так, далее идут бакалавры, бакалавриат по ветеринарно-санитарной экспертизе. Мы его открыли в 2010 году. Имеется бакалавриат биология с профилью охотоведение. Он открыт в 2014 году. Далее у нас имеются магистратура по ветеринарно-санитарной экспертизе и по биологии профиль экология. То есть мы готовим в основном биологов и ветеринарных специалистов. У нас в республике, вы знаете, что ветеринарными специалистами ведает департамент ветеринарии, который подчиняется департаменту ветеринарии Российской Федерации. Так вот, у нас по этой системе работают в республике на сегодня по отчету руководителя департамента Василия Ивановича Бураева в январе, да, где-то 1500 специалистов, ветеринарных специалистов. То есть основной кузницей кадров, естественно, являемся мы, наш факультет, который готовит специалистов.
Так вот, среди специалистов ветеринарных, да, имеют высшее образование около 60%, остальные имеют среднее специальное образование. К этой теме у нас еще имеется заочное образование, то есть ветеринарных врачей мы готовим и заочно. Ну, ветеринарные врачи – это такое традиционное образование, высшее образование. Ветеринарный врач, он получает квалификацию по ветеринарии, по лечебной деятельности, он может практиковать в врачебной деятельности, он может работать в научно-исследовательских институтах, он может работать на таможне, он может работать на рынках, на убойных цехах и так далее, в частных клиниках. Теперь эксперты – это экспертная деятельность. У нас имеется 2 уровня – и бакалавриат, и магистратура. А охотоведение охотно пользуется успехом среди юношей в основном, которые в будущем работают, после окончания работают по линии Министерства охраны природы, это охотничьими инспекторами, также они работают в институтах по биологии, также выпускники могут преподавать в школах по предмету биологии. Наши студенты, в основном они из села, но есть очень всегда традиционно определенное количество студентов, которые поступают из городов. Это дети, которые любят, студенты, которые очень любят домашних животных. Вы знаете, что врачевание – это, конечно, самая благородная профессия. К нам можно поступить, имея ЕГЭ по биологии, по русскому языку и по математике профиль. Теперь у нас на факультете на сегодня имеется 19 иностранных студентов. Это студенты в основном из Киргизии и Таджикистана. Они дружно живут с нашими ребятами, совместно обучаются. И у нас постоянно, последние годы, как уже сказали, да, с отдела международного, практикуется обмен студентами. Наши студенты нашего факультета выезжали в город Астана, то есть в аграрный университет имени Сейфуллина. Там обучались, оттуда к нам приезжали студенты, обучались. Студент из Киргизии, Салтаной, выезжал в Германию, в Баварию тоже на практику. То есть у нас очень активная такая и международная, и общественная жизнь. Недавно по весне наши студенты выезжали в город Казань для участия во Всероссийской студенческой весне. То есть мы живем очень весело, насыщенно, то есть нам скучать совсем некогда. Вот тем, кто хочет поступить на наш факультет, мы, конечно, охотно ответим на эти вопросы и через сайт, или через электронную почту, и по телефонам. Пожалуйста, можете задавать свои вопросы. Вот такая информация. Слово студенту можно, да, предоставить? Разрешите предоставить слово нашему студенту. Он нынче окончил уже 3-й курс. Он сам приехал из Кыргызстана. Это Азиз Нурбеков. Добрый день всем. Я, получается, студент из Кыргызстана. Я окончил 3-й курс у нас в академии. В факультете очень дружно, так сказать, и учат очень хорошо. У нас еще имеется очень много кружков научных, где мы там участвуем и занимаем призовые места. Недавно участвовали в хакатоне, и там изобрели, получается, молочный продукт высушенный для долгого хранения. И заняли там 2-е место. И по приезду в сентябре хотим происследовать этот продукт. Вот. А так у нас очень даже весело. Спасибо. 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 Как вы поняли, уважаемые слушатели, да, о том, что наши студенты не только хорошо учатся, но они новаторы у нас, они активны. Мы приветствуем таких студентов. И руководство Академии в лице Ивана Ивановича поддерживает их. И мы радуемся этому, о том, что наши студенты развиваются в нашем вузе. Уважаемые присутствующие, разрешите слово предоставить декану агротехнологического факультета, кандидату биологических наук Андрею Андреевичу Мартынову.
да? Извините, спасибо. Добрый день, дорогие ребята, наши, будущие наши студенты и те ребята уже, которые пришли к нам в нашу приемную кампанию этого года, и те наши студенты, которые уже учатся. Да? Ну, я хочу начать, что я сам выпускник Якутской государственной сельскохозяйственной академии, факультета ветеринарной медицины, поэтому Галина Петровна мой преподаватель, и я считаю, что я как выпускник академии получил очень достойное, качественное образование в одном из лучших аграрных вузов, и уже стал, и пошел в науку, и стал специалистом, и работаю сейчас в академии. Поэтому считаю, что Якутская государственная сельскохозяйственная академия – это кузница кадров и руководящих, и кадров, которые работают на производстве. Сейчас во всех хозяйствах республики, во всех и крупных, и малых, и фермеры, и молодые, и опытные – это выпускники Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Особенно хочу сказать про наш факультет агротехнологический. Да? Мы готовим по 3 специальностям на бакалавра. Это технология сельскохозяйственной переработки сельскохозяйственной продукции. Это то, что сегодня мы покупаем во всех магазинах, и то, что мы питаемся. Самое главное, человек для чего живет? Ну, чтобы жить, это и работать, и трудиться, давать результат, этот человек хорошо должен питаться. Вот поэтому наши выпускники и наши специалисты, и наши ученые нашего факультета – это технологи по переработке сельскохозяйственной продукции. Ветеринары и зоотехники вырастили здоровый и качественный скот, например, до животных, и необходимо это переработать. Поэтому те специальности, которые сегодня у нас есть и очень востребованы, это технология переработки продуктов животноводства и молока и мяса. Здесь наши ребята поступают на получение специальности технологии и сегодня работают во всех перерабатывающих предприятиях республики. И очень востребованы и, самое главное, трудоустраиваются. Вот этот момент надо знать. И переработка у нас очень развивается быстрыми темпами, новые перерабатывающие цеха и так далее. Поэтому в этом направлении ребята, которые заканчивают, обязательно найдут работу. Следующее направление – это технология общественного питания. Это тоже очень востребованное направление. В республике развивается интенсивно направление ресторанного бизнеса, туризма, привлечение гостей в нашу республику. Да, очень много крупных мероприятий, где наши выпускники по технологии общественного питания сейчас работают в сферах обслуживания общественного питания, в столовых, государственных учреждениях, школах, детских садах, в сфере, еще раз повторюсь, ресторанного бизнеса. Поэтому это очень необходимая и нужная специальность, где мы призываем поступать на технолога общественного питания. Следующее направление – это зоотехния. Здесь в связи с тем, что новыми тенденциями, современными подходами в этом году мы набираем на зоотехнию разведение, генетика и селекция животных. Это не надо понимать, что это только лошади и крупный рогатый скот. Животные это у нас считается и пчелы, и собаки, и кошки, и так далее, и так далее. Поэтому здесь направление большое. Все, что живое, необходимо размножаться и разводить, выращивать. Да? Поэтому здесь мы включили новое направление. Это основы информационных технологий. В связи с развитием цифровых технологий каждый специалист должен работать в информационных программах, в компьютере хорошо владеть технологиями цифровыми. Да? Поэтому здесь мы добавили новые
предметы, новые дисциплины, где наши студенты и выпускники получат основы информационных технологий, что очень сегодня может быть актуально. И следующее направление – это Якутская госсельхозакадемия является базовым аграрным вузом в России по традиционным отраслям Севера. Мы для этого северное домашнее оленеводство, табунное коневодство, звероводство, охотничий промысел. Это наша базовая кафедра традиционной отрасли Севера, где мы набираем студентов на специальность по бакалавру зоотехнии с основами арктического права и экономики, потому что каждый специалист в традиционных отраслях Севера должен владеть основами экономики, основами права, особенно сегодня. Поэтому вот новые, то, что этого года фишка для поступления к нам, я думаю, ребята, которые интересуются и информационными технологиями, и экономикой, и правой, они могут совмещать и обучаться вот в наших направлениях двух профилей. И я хочу слово предоставить наши студенты Валентина и Ратибор съездили и один семестр проучились в Ставропольском государственном аграрном университете. Это один из ведущих, крупнейших вузов, аграрных вузов России, да? И они немножко расскажут, что они там узнали и что они получили. Пожалуйста. Здравствуйте, я студент агротехнологического факультета группы Тех-16 третьего курса Матвеев Ратибор Леонидович. Сначала хочу сказать большое спасибо, что мне была предоставлена такая возможность съездить в Ставропольский аграрный университет и набраться там опыта. Я ездил по программе мобильного обмена. У меня была возможность выезжать на ведущие хозяйства Ставропольского края. Их там было 7. Я выезжал, получается, с марта и до июня. Получается, в течение 4 месяцев 2 раза в неделю выезжал на хозяйство для отбора проб молока. Потом мы, получается, это молоко исследовали в лаборатории качества молока. Исследовали на белок, жир, на самочувствие клетки и по другим пунктам. Данный опыт я потом, не знаю, соберемся, не соберемся, будем делиться, чему там научились, что мы там видели, что мы внедрили. И еще меня одобрили на встречу с Дмитрием Николаевичем Патрушевым, с министром сельского хозяйства Российской Федерации. Я ему рассказал о себе, я ему рассказал о нашем вузе. Я рассказал, как эта программа очень полезна для студентов. Это получается, я рассказал, что эта идея получается только наших ректоров. В России у нас такое почти не практикуют. И я сказал, что это очень-очень полезно, потому что, получается, вузы обмениваются знаниями, получается, чтобы, как сказать, чтобы не было не отстающих как бы вузов, получается, а то есть был обмен знаниями, чтобы было все наравне. Я ему как сказал так, меня ректор отправил сюда, чтобы я подсмотрел все, и потом, чтобы это внедрить все у нас. Дмитрию Николаевичу это очень понравилось, инновация нашей идеи. Я ему рассказал, что у нас вот нету выездной лаборатории, где там у них в Ставропольском крае, но я сказал, попытаюсь с нашим ректором поговорить, я ему примерно расскажу, как это все там у них происходит, и там уже мы посмотрим, получится у нас или не получится. Они, получается, за счет этой лаборатории за 2 года у них прибыль была около 7 миллионов. Все, спасибо большое. Спасибо. Ну вот даже с конкретными какими-то идеями, предложениями приходят наши студенты после прохождения обменных программ, да? Угу. Ну, в нашем факультете еще есть и иностранные студенты. Сино Абдулатипов. Поэтому они очень активно участвуют и в общественной жизни, и работают разными проектами, и в конкурсах. Пожалуйста. Есть что сказать? Здравствуйте, меня зовут Сино. Я третий курс, иностранный студент, агротехнологический факультет. Я хочу сказать, наш ректор Иван Иванович Липсов, вот насчет именно направлений. У меня пара вопросов было к вам. Вот большинство моих земляки сюда приезжают, да, они, как там, другие факультеты, они сперва выбирают, и потом они как там не знают. Потому что вот у нас есть еще
лесной комплекс факультет. Но у нас как в Таджикистане, у нас большинство горах, если было возможно, видали в другом факультете направление, чтобы они поступили же. Спасибо за вопрос. Ну, мы, как говорится, в рамках нас проектов образования, да, занимаемся экспортом образования. И мы, как говорится, готовы принять студентов из Республики Таджикистан. Ага. Ну, вы сами знаете, сколько у нас факультетов, какие направления имеются. Поэтому, пожалуйста, любой, значит, выбор для нас важен. Любой факультет, значит, готов принять студентов. Поэтому не вижу, значит, ограничений и проблем. Пожалуйста, работайте. Есть у нас отдел специальный, который занимается именно привлечением студентов из зарубежных стран, в том числе и стран ближнего зарубежья. Хорошо? Все, спасибо. Так, здесь хочу отметить, да, что у нас агротехнологический факультет является таким базовым факультетом, где дают базовые, значит, знания ведения сельского хозяйства. Это, в первую очередь, зоотехния, да? Это не просто, вот как декан сказал, кролики и так далее. Это база, это, значит, именно как заниматься сельскохозяйственным производством, именно как, значит, получить прибыль, как работать рентабельно, как заработать деньги. Сегодня вы все прекрасно знаете, у нас на улице, значит, рыночная экономика. И сегодня мы должны понимать, и мы готовим наших студентов к этим требованиям рыночной экономики. Учим, значит, правильно бизнес-план составлять, как правильно кормить, рационы составлять, привесы хорошие получить, больше молока получить. Конечно, результат – это рентабельность. Это раз. Во-вторых, конечно, сегодня, как вы знаете, цифровизация входит везде, и мы, значит, своих студентов учим программам, новым требованиям, вот программы SELEX, например, да. Учет конкретно ведется. В каждом населенном пункте, в каждом, значит, каждое хозяйстве, в каждом улусе сегодня ужесточается. Все через SELEX проводится, через Меркурий, да. И мы своих студентов вот, должны готовить к этому делу. Мы должны, значит, мы готовим наших студентов, как правильно письма писать, официальные письма, как правильно работать с органами государственной власти, как получить гранты, меры поддержки, субсидии, да, например, Министерство сельского хозяйства. Этим делам мы конкретно полностью учим. И сегодня мы работаем согласно стандартов УГОС 3++, значит, практикоориентированное обучение у нас. Наши студенты не только должны заниматься теорией, да, но и, значит, практически знать, как проводить искусственное осеменение, да, крупнорогатого скота. Мы сегодня договор имеем и, значит, отработали 2 крупных муниципальных образования, это Хангаласский улус и Горный улус. Благодаря нашим студентам и сотрудникам, конечно, эти улусы получили хорошие результаты по искусственному осеменению. Наши студенты-ветеринары сегодня готовы выезжать в Анабарский улус, северные улусы нашей большой республики. Будут заниматься корализацией, чипированием и оздоровлением наших алимонческих стад. Туда поедут и зоотехники, и, значит, ветеринарные врачи, и плюс инженерные факультеты поедут, инженер-механики. Мы конкретные договора имеем с хозяйствами, например, Нюрбинским улусом, с 2 хозяйствами, где будем строить
с помощью, значит, студентов и преподавателей инженерного факультета убойные цеха. Вот практически наши выпускники должны уже конкретно знать, как надо работать. Наше рыночное время, наше такое современное, вот, согласно современным требованиям. Они тогда будут востребованы, во-первых, и будут успешными людьми. Вот. И вот сегодня студенты у нас по обменным программам, по мобильным программам ездят и в Казахстан, и вот нынче поехали, согласно нашему соглашению с ректором Ставропольского государственного аграрного университета, академиком Трухачевым Владимиром Ивановичем. Ставропольский аграрный университет – лучший вуз, аграрный вуз Российской Федерации. Вот видите, посмотрели. Сейчас мы Анной Георгиевной посмотрим, отчеты примем и лучшие опыты, конечно, будем внедрять в наш вуз. На самом деле, Якутской государственной сельскохозяйственной академии, значит, все условия созданы для работы, для подготовки кадров. Конечно, есть недостатки, но это все, как говорится, решается на стадии решения. Кадр обновляется, много готовим кадров. Более, значит, 40 программ у нас сегодня дается нашему вузу. Нашим вузам. Не только сельское хозяйство, но и лесной комплекс, природообустройство, экономика. Поэтому мы, как говорится, приглашаем всех желающих поступить к нам. Трудоустройство у нас в этом году планируется 80%. Практически все трудоустроены, наши выпускники. По мониторинговым показателям из 7 показателей мы 7 выполняем. Это хороший результат. Динамика у нас положительная. Поэтому те, которые заканчивают наш аграрный вуз, всегда востребованы. Не просто так народ выбирает наших выпускников главами муниципальных образований нашей республики. 12 глав улусов сегодня работает главами улусов. Более 200 человек главами наследников работает. Есть успешные предприниматели, руководители хозяйств. На высоком уровне правительства тоже наши сотрудники работают, на выпускники. Это результат, конечно, работы нашего вуза. И дальше будем поддерживать это. География мобильности студентов будет расширяться. Предварительные разговоры ведутся Федеративная Республика Германия, Финляндия, Китай, Корея, Япония. По этим направлениям тоже мы будем работать и направлять своих студентов. Но самое главное здесь проблема не отправки наших студентов туда, а именно незнание иностранного языка. Для этого я вот в этом году 2, значит, современных класса сделал. Лингофонных класс, где конкретно будут учить бесплатной основе, учить английский язык за счет вуза. Наши преподаватели занимаются обучением иностранного языка. Согласно новым требованиям, 5% преподавателей должны учить на английском языке. Поэтому на месте не стоим, ответственность понимаем и работаем, на результат работы. Спасибо. Слово кому даем? Сейчас кто у нас? Филатов Александр Семенович, он сам практик. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Ну, инженерный факультет берет начало с 1995 года. Была организована кафедра механизации и электрификации. Вот в январе 2020 года нам исполняется уже 25
пятилетие будет, четверть века, как самостоятельный факультет функционируем с 2006 года. И наш факультет с 2008 года присвоено имя академика Российской академии наук, доктора технических наук Владимира Петровича Ларионова. Так, ну, наш факультет имеет 3 кафедры, 3 выпускающие кафедры. Это кафедра технологической системы агропромышленного комплекса, кафедра информационных технологий и кафедра энергообеспечения агропромышленного комплекса. Так, у нас по материально-технической базе оснащение очень хорошее. У нас имеется 15 лабораторий, в том числе лаборатория двигателей внутреннего сгорания, лаборатория топливно-смазочных механизмов, лаборатория теплотехники и гидравлики и так далее. Так, ну и в текущем году вот у нас новое направление открывается, это информационные системы и технологии. И по этому направлению у нас тоже вот приобретено новое оборудование, в том числе серверная программа, сервер и серверное программное обеспечение. У нас всего по факультету 5 направлений подготовки. Это технический сервис ВПК с 2 профилями, электрооборудование и электротехнологии первое, и технический сервис в агропромышленном комплексе. Но это по-простому назвать это инженер-механики. У нас это самое основное направление. Так, и второе направление у нас природообустройство и водопользование, профиль мелиорация и рекультивация и охрана земель. Это будущие мелиораторы, инженер-мелиораторы, и по другим инженерным специальностям тоже могут работать. Так, далее, третье направление у нас машины и аппараты пищевых производств. Все вы знаете, что с 2015 года по Российской Федерации введены технические регламенты на сельскохозяйственную продукцию, в том числе и на мясную продукцию, молочную продукцию. И вот сейчас все сельхозпродукция должна быть по технологии произведена. Так, и четвертое направление у нас это информационные системы и технологии. Вот это аккредитации вот в этом году получили, и набор идет вот с этого года. Это очень перспективное направление. И пятое направление это у нас магистратура агроинженерия, профиль технический сервис ВПК. Тут ну, по всем направлениям у нас и очная форма, и заочная форма обучения имеется. Всего по факультету у нас 580 студентов очного и заочного обучения, из них 258 очного обучения, остальное заочного обучения. Так, кроме этого, ну, наши студенты, наши учебные аудитории и лаборатории расположены в главном учебном корпусе, главном учебном лабораторном корпусе и на 5-м километре Покровского тракта. Так, что еще хотел сказать? Ну, все вы знаете, что двигатель прогресса в сельскохозяйственном производстве – это автоматизация, механизация, электрификация сельскохозяйственного производства, в том числе цифровизация и информатизация. По всем этим направлениям вот, наш факультет готовит специалистов. Так, далее. Ну, по общественной, по научной, по спортивной деятельности наши студенты очень активные. В этом году наши студенты заняли первое место в студенческой весне нашего вуза.
активно участвует во всех международных российских научно-практических конференциях, являются победителями. Ну, у меня вкратце все. И от факультета прошу выступить студента Сергееву Наталью, студентка ТСП 17. Сергеева Наталья. Нету, да? А здесь она. Слушает музыку современный человек. Здравствуйте. Меня зовут Сергеева Наталья Евгеньевна. Я учусь инженерный факультет, технический сервис. Что могу сказать-то? Технический сервис в агропромышленном комплексе. Основные задачи специалиста — организовать эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического оборудования на предприятии агропромышленного комплекса. У меня все. Но хочу добавить, здесь у нас работают высококвалифицированные специалисты, профессорский, преподавательский состав. Например, мы привлекли, значит, из центральных, значит, регионов сюда ведущих специалистов Российской Федерации. Например, Елшин Анатолий Иванович, да, работает, он доктор технических наук, профессор, он у нас на постоянной основе работает. Друзьянова Варвара Петровна работает у нас, 4 доктора технических наук работает. И сколько кандидатов наук работает, Анна Георгиевна? 12 кандидатов наук. 12 кандидатов наук работает. Поэтому один из ведущих факультетов. Ребята очень активные. Просто сейчас каникулы, видимо. Поэтому здесь сейчас в основном у нас ребята из улусов учатся, уехали по домам, кто практику проходит. Поэтому инженерный факультет сильный. Плюс мы еще работаем над вопросом открытия автошколы. Если, значит, в этом году этот вопрос решим, тогда выпускники будут иметь возможность сдавать права на категории А, Б, С. Над этим вопросом мы работаем и в ближайшее время решим. То есть дополнительные вот этот привилегии для наших студентов будет. Вот. Ну и самая главная фишка факультета, вот мы в этом году получили лицензию по информационным технологиям. Как вы знаете, сегодня действительно модно, да, цифровизацией заниматься. Но это требование времени, я так считаю, и мы тоже не должны отставать. Для этого мы пригласили доктора технических наук Галия Иргешевну, как фамилия? Кокиеву. Она, значит, специалист высокой категории, профессор, и она, конечно, начала свою работу, год уже отработала, уехала в отпуск. Я думаю, здесь мы будем готовить высококлассных студентов. Знания будем давать по полной программе. Так. Ну и ребята факультета большие спортсмены, значит, они везде участвуют, активное участие принимают. И в этом году мы своих студентов направляли в город Уфа, Башкортостан, да. Они приняли участие в Всероссийской академической студенческой весне среди аграрных вузов. И стали, вот, студенты факультета стали лауреатами этого конкурса. Вот так. Коротко так. Дальше идем. Слово предоставляю Слепцовой Марии Владимировне, декану факультета лесного комплекса и землеустройства. Факультет мы открыли в прошлом году, и 2 крупных мероприятия уже провели. В этом году мы, конечно, были участниками, значит, проведения лесного форума, ну, вот, Всероссийского лесного форума в городе Якутске. Пожалуйста. Добрый день, дорогие абитуриенты. Вот как сказал ректор, нам только 1 год
Благодаря, наверное, нашему ректору мы сформированы и создан новый факультет лесного комплекса и землеустройства. Создание факультета вызвано очень большими вопросами, конечно, развития народного хозяйства. Это и дальневосточный гектар, освоение также земельных угодий, процессы развития всего сельского хозяйства, ну и, конечно же, лесной комплекс. На нашем факультете обучается всего 815 студентов очного и заочного обучения. Мы проводим по 7 направлениям подготовки специалистов: лесное дело, землеустройство и кадастры, технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, и агрономия. И самое для нас в этом году мы прошли лицензирование по новым направлениям. Это ландшафтная архитектура по профилю садово-парковое и ландшафтное строительство. Также мы получили лицензирование по 2 магистерским программам. Это технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. И второе у нас по агрономии. Я бы хотела заострить ваше внимание, дорогие молодые люди. Мир меняется, жизнь становится совсем другим. Нужно возвращаться в село. Можно сказать, даже в Западе получить аграрное образование – это очень престижно. На сегодняшний день мы можем вы имеете право получить и второе высшее образование. Мы приглашаем на наш факультет лесного комплекса и землеустройства студентов и на заочное обучение. На базе факультета имеется еще и ускоренное заочное обучение. Достаточно усилена у нас материально-техническая база. Практически мы имеем, наверное, в республике одни факультет, который имеет полностью программу по информационным технологиям, по землеустройству и кадастрам. Некоторые даже предприятия нам завидуют. У нас работают самые сильные специалисты со всех предприятий. Мы пригласили специалистов высокого класса по всем обучающим программам. Даже у нас преподают преподаватели с Питерского лесотехнического университета. Ну, есть такое пожелание. Земля, лес всегда это ценное богатство. И мы должны ее очень правильно освоить. Мы должны выращивать хорошую культуру растений. Мы должны создавать красивые населенные пункты. У нас ландшафтная архитектура должна внедряться в нашей республике. Но, соответственно, еще хотелось бы сказать, мы должны уметь выращивать и картофель, мы должны выращивать сами овощи, и даже, может быть, и фрукты. Мы должны развивать сами себя. Я приглашаю абитуриентов обратить внимание на новые специальности, и с удовольствием вас мы встретим на наш факультет. На сегодня еще Академия имеет обменную программу. Наши студенты после бакалавриата поехали учиться в магистратуру Новосибирский государственный аграрный университет. Мы ежегодно, это бесплатное обучение. Мы имеем такие возможности, связь, сотрудничество и другими вузами. И сегодня я хочу пригласить к микрофону нашего студента Мирослава, который прошел обучение в Северо-Казахстанском государственном университете. Здравствуйте. Студент лесного комплекса и землеустройства. Третий курс. Хочу поблагодарить нашего ректора Ивана Ивановича за такую возможность.
Нас встретили туда, там очень гостеприимно. Алтын Саид Ахметовна рассказала вот о вас, там, как познакомились. И вот новое место, новые преподаватели, и вот как мировоззрение расширяется и кругозор. Да, больше знаний. Все. Спасибо. Ну, спасибо. Здесь хочу добавить тоже о факультете, да? Факультет в этом году тоже проходит большие испытания. Мы в этом году выиграли конкурсы по благоустройству города Якутска. Силами факультета посажено более 100 тысяч цветов по городу Якутску. Это большой опыт, практически практика для студентов и для сотрудников. И вот такие, значит, работы мы будем улучшать и расширять, конечно. По части науки мы привлекли тоже, ну вот по кадрам, да, привлекли очень хороших специалистов из Санкт-Петербурга, из города Москвы. В факультете работают трое профессоров. Один из ведущих ученых нашей страны, например, Григорьев Игорь Владиславович. Он эксперт, доктор технических наук, профессор, ведущий ученый в области лесного дела. И сегодня действительно он открыл свою научную школу еще на базе нашего вуза. И плюс факультет в этом году привлек современное оборудование ведущих компаний мира. Например, это компания «Штиль» кабинет открыл, компания Хоскварна, это тоже ведущая компания, производитель техники оборудования для лесного комплекса. Компания Понце поставил нам, значит, манипулятор, значит, стоимостью 100 тысяч евро, где будут учиться наши, значит, студенты. Поэтому вот этот факультет имеет большие перспективы. И у нас в республике самая большая территория же, да? И мы огромный запас имеем леса и земли. Конечно, нужны специалисты. Вакансий очень много. Вакансий много, по трудоустройству практически проблем нет. Наша задача готовить хороших, высококвалифицированных специалистов и трудоустроить. Вот такая ситуация. Поэтому мы в этом плане работаем. Даже им построили новую теплицу в этом году. Для кафедры агрономии 350 квадратных метров. Новая современная теплица, где наши ребята работают, учатся и, конечно, зарабатывают для нашего вуза. Так, дальше идем. Слово предоставляется Родниной Наталье Владимировне, декан экономического факультета. Как вы знаете, мы в 2015 году были лишены, значит, аккредитации, не прошли аккредитацию, лицензии лишены и закрыли два факультета: экономический факультет и, значит, юридический. Но мы, как говорится, силами сотрудников восстановили экономический факультет и сегодня начали уже прием студентов. Пожалуйста, Наталья. Добрый день. Доктор экономических наук. Всем доброго дня. Ну, я думаю, что экономический факультет в любом вузе особой рекламы не требуется, потому что экономика – это, как математика, царица наук. При любой власти, при любой ситуации, кризис, не кризис, именно эти, значит, специальности всегда востребованы. У нас два направления на факультете – это экономика и торговое дело. Профиль у нас, значит, экономика, предприятия АПК и в торговом деле коммерция ВПК. Вы знаете, что
значит, в этом году, в начале года, была принята стратегия республики до 1932 года. Соответственно, вся экономика, значит, выстроена в основном на развитии муниципальных образований. Каждое муниципальное образование у нас имеет именно направление сельскохозяйственное, поэтому специалисты в этой области, они всегда будут востребованы и по торговому делу, и по экономике. Экономика предприятий АПК, она очень интересная. В отличие от других, значит, направлений, здесь идет прямая, значит, связь фундаментальной науки и прикладной. Вы будете очень интересно учиться, потому что мы пересмотрели полностью программу и ставку делаем на развитие аналитических способностей, значит, студентов. Соответственно, у нас будут большие объемы практических занятий, семинарских, которые будут, значит, основаны на кейс-стадии, на мозговых штурмах. Поэтому будьте готовы к тому, что вам не будет скучно. Мы будем заниматься и наукой, потому что в этой части тоже, ну, можно так сказать, что поле не паханое. У нас есть свои конкурентные преимущества. Полностью, значит, наши программы мы согласовали с работодателями, непосредственно с Министерством сельского хозяйства. Вы знаете, что в республике создан агрохолдинг. Значит, все специалисты будут, по крайней мере, наших факультетов однозначно востребованы. И на сегодняшний день, значит, эти стандарты у нас уже разработаны. Работодатели вас ждут, практики будут интересные. Уже на сегодняшний день имеем заявки именно на прохождение этих практик уже в текущем году, несмотря на то, что мы только будем набирать. Поэтому я думаю, что экономический факультет, значит, будет и дальше развиваться. У нас очень хорошие преподаватели, все с практическим опытом, очень давно работают в академии. У нас достойные, очень хорошие выпускники, несмотря на то, что было кратковременное прекращение как бы деятельности этого факультета. Но, значит, на слуху выпускники, например, первый заместитель министра сельского хозяйства Осипова Татьяна Матвеевна, вы знаете, да, заместитель председателя правительства Белозеров Денис Георгиевич, и много-много можно их называть. Это говорит о том, что именно вот из этих стен, из стен Академии вышли эти люди, которые сейчас достойно представляют республику и ведут республику к развитию. Так что, если вы хотите сделать себе карьеру, приходите к нам на наш факультет. У меня все. Спасибо. Ну, интересно, значит, конечно, люди, наши выпускники красят любой вуз, да, выпускники. И вот в экономическом факультете, значит, сегодня достойные люди работают, выпускники самые лучшие. И, конечно, мы гордимся, что мы восстановили, значит, факультет. Всегда говорим. Вообще политика по всей стране идет закрытие аграрных вузов, вот это направление. Но мы, как говорится, доказали Рособорнадзору, что мы достойны учить, значит, наших молодых людей экономике. Так, Анна Георгиевна? Да. Ага. И, конечно, сегодня начинаем прием. Благодаря поддержке главы республики, правительства, в этом году у нас целевые места уже есть, 25 мест. Поэтому мест мало, всех приглашаем. Да, 13 по экономике и 12 по торговому делу. Да. Это для сведения для нас это очень будущих важно. абитуриентов. Мы ждем молодых ребят, нет проблем, стипендии, общежитие имеется. Так, дальше идем. Ну, также хотим презентовать новый колледж технологии и управления. Тоже мы этот колледж открыли в прошлом году. Очень много открыли, оказывается. Директором работает Яковлева Наталья Марковна, тоже известный человек, опытный руководитель. Пожалуйста. Так, добрый день, участники круглого стола. Наш колледж в этом году
проводит второй набор по 7 специальностям. Это экономика, бухгалтерский учет, теплоснабжение и теплотехническое оборудование, технологии общественного питания, организация обслуживания в общественном питании, право и управление социального обеспечения, зоотехния. И в этом году мы получили лицензию по специальности ТОП-50, это самая современная новая специальность, информационные системы и программирование. Данная специальность очень востребована, потому что в условиях цифровой экономики вы получаете квалификацию программиста и по окончанию можете работать во всех отраслях экономики нашей республики. Колледж молодой, но я хочу отметить, что есть специальности, которые готовят в других средних специальных образовательных учреждениях. Но я хотела бы отметить плюсы, когда вы поступите в наш колледж. Во-первых, это мы привлекаем ученых, докторов, кандидатов наук для проведения занятий в колледже. Это повышает имидж. Во-вторых, имеем возможность использовать хорошо оборудованную материально-техническую базу высшего учебного заведения, где студенты проводят аналитические работы по предметам, по курсовым и по дипломным работам. Это очень важно. В-третьих, выпускники могут продолжить обучение по непрерывной схеме колледж, бакалавриат, магистратура под одной крышей. Это тоже очень много значит. И, конечно, вы получаете диплом федерального учебного заведения. Наш колледж молодой, но студенты у нас обучаются по практикоориентированной программе с учетом всех требований ФГОС. В вариативной части мы учитываем особенности нашего региона. Они все включены. Без этого мы не можем подготовить конкурентных специалистов. Студенты наши участвуют во всех олимпиадах, во всех проектах, конференциях, семинарах, которые проводятся в нашей республике и за пределы республики. И впервые в этом году мы участвовали в отборочном туре конкурса WorldSkills Russia. Конечно, мы готовы только полгода, но наши студенты заняли по 2 компетенциям призовые места по ресторанному сервису и по поварскому делу. Это тоже очень хороший показатель. Кроме того, наши занятия ведут, мы для привлечения практической части занятий приглашаем известных специалистов и по Российской Федерации, Республики Саха по возможности, чтобы они делились своим опытом. Это касается особенно технологий общественного питания. Очень большое внимание уделяем стажировке преподавателей и студентов. И вот самое последнее наше мероприятие – это участие в Исыхе-Ланко, который проведен в село Намцы, где студенты и преподаватели участвовали именно в обслуживании, чтобы узнать нюансы данной работы. Я бы еще хотела отметить, что у нас география набора очень различная. У нас учатся студенты северных улусов, центральных улусов и принимают очень активное участие в жизни нашего колледжа. Я бы хотела предоставить слово Сидоровой Валерии. Она у нас учится, закончила 1-й курс по специальности права соцобеспечения. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Сидорова Валерия, я являюсь студенткой 2-го курса по специальности права социального обеспечения, классификация юрист. Хотелось бы сказать, что в колледже технологии управления высокий уровень обучения, а также хорошо ведется работа по научно-исследовательским конференциям и по научным статьям. А также в этом году вместе со своим преподавателем, с Дудкиной Еленой Владимировной, я, получается, заняла 1-е место в республиканской конференции по секции социология, а также в всероссийской
конференции «Открой себе ученого» заняла 3-е место. Ну, все. Спасибо большое. Спасибо. Ну, колледж, значит, у нас молодой. Конечно, на становлении много чего сделано, но еще предстоит сделать. Но мы имеем возможность уже принимать после 9 класса. В этом году по 3 направлениям примем студентов. После 9 класса это экономика, информатика и юриспруденция, да? По 3 направлениям будем принимать после 9 класса. А так, добро пожаловать. В колледже работают высококвалифицированные специалисты. Практикоориентированность имеется. У нас есть своя лаборатория, где они имеют возможность готовить, учиться, значит, менеджменту и так далее. Ну, все условия созданы. Только работать, учиться и развиваться. Ну и, конечно, значит, хотел бы немножко рассказать про Актемский филиал. Актемский филиал у нас расположен в село Актем в Сухангласском Улусе. Там у нас более 400 студентов учатся, очно-заочная форма обучения. У нас в Актемсах очень интересно учиться. Это уникальный филиал сельской местности. В этом году мы, значит, ребят поддержали, много чего сделали, создали условия. Именно в Актемском филиале имеют большие возможности студенты именно конкретно на местах проходить практические занятия. Только там такие возможности имеются. На земле. И они очень востребованы. После окончания они практически все открывают свое дело. Многие участвуют в грантах, получили гранты, значит, начинающий фермер, молодой фермер, семейные животноводческие фермы и успешно работают в производстве. Вот такая фишка у них есть. И, конечно, в этом году мы планируем строить трактодром, где будем готовить трактористов, механизаторов с 1 сентября. Вот такие возможности в Актемском филиале. Полностью у нас в Актемсах имеются все базовые, значит, соответствующие требованиям материальная база и общежитие. Конечно, общежитие там слабое, но у нас в планах строительства общежития, реконструкция каменного здания под общежитие. Я думаю, в Актемсах надо, значит, учить детей своих, чтобы они, конечно, потом работали в сельской местности. Вот. Дальше у нас есть Институт непрерывного профессионального образования. Директором работает Петрова Марьяна Ильинична, но она сейчас в командировке в Верхневышском Улусе, занимается набором студентов, с абитуриентами работает. Поэтому сегодня вместо нее пришла к нам гости Хамарова Сарглана Васильевна, заместитель института. Пожалуйста, коротко. Добрый день, участники круглого стола и также все присутствующие. Краткая информация об Институте непрерывного профессионального образования. Мы работаем 19 лет, направлений по профессиональной переподготовке 10, 16 программ профессионального обучения и более 20 программ курса повышения квалификации. Для наших слушателей иногородних предоставляется общежитие. Для некоторых программ выплачивается стипендия с этого года. Это нововведение. С осени 2018 года мы плотно работаем с Центром занятости населения города Якутска, а также центрами занятости улусов. Здесь у нас идет обучение по 4 программам. Это обучение безработных граждан, в том числе инвалидов, обучение незанятого населения,
Третья программа – это обучение лиц предпенсионного возраста. И четвертая – это программа, которая позволяет получить образование женщинам, находящихся по уходу за ребенком. Это вот то, что у нас новое. Да? А так традиционно у нас институт занимается подготовкой, переподготовкой. По переподготовке, да, если остановиться, то здесь обучение ведется на базе среднего либо высшего образования. Программ у нас много, например, лесное дело, земельный кадастр, агрономия, организатор фермерского хозяйства и другие. Также вот поступили заявки на обучение по зоотехнии, агрономии и агроинженерии. По профессиональному обучению. Здесь слушатели у нас получают образование по рабочим профессиям. Рабочие профессии у нас тоже разделяются на подготовку от 3 до 6 месяцев. Также идет повышение квалификации рабочих профессий с 3 на 4 разряд, допустим, да, и также идет переподготовка рабочих профессий от года до от 1 месяца до 2 месяцев. То есть, не изменяя уровня образования, человек может получить рабочую профессию. Это на основании аттестата 9 или 11 класса без вступительных испытаний. Дальше у нас идет также повышение квалификации на базе среднего либо высшего образования, различные, от 16 часов до... Есть курсы 108, ну, самое большее, да, 108 и так далее. Также у нас есть возможность обучаться студентам. Студенты в основном выпускных курсов обучаются параллельно и получают второй диплом. После получения своего диплома, да, у них параллельно появляется второй. Они обучаются так же, как наши слушатели, и проходят стажировку, практическое обучение и так далее. Так. Также, значит, курсы у нас идут платные, а также есть курсы, которые идут за счет средств различных организаций. Это в этом году, да, например, правовые экономические основы создания и деятельности сельхозкооперативов, союзов. Дальше правовые экономические и социальные основы создания деятельности крестьянских, фермерских хозяйств. Повышение уровня правовых экономических знаний специалистов сельского хозяйства поселений, муниципальных районов и городских округов в части внедрения информационных систем в АПК, селекционная племенная работа в животноводстве, это скотоводство, коневодство, оленеводство, свиноводство, современные технологии производства маркировки молока, молочной продукции, современное состояние клеточного пушного звероводства в Республике Саха-Якутия и поиск путей модернизации отрасли, школа коневода и еще одна интересная программа «Особенность составления бухгалтерской отчетности», бухучет, господдержка. Давайте все не будем перечислять. Это вот на сайте имеется, какие образовательные программы у вас, да, есть. Институт работает с Минсельхозом Республики Саха-Якутия вплотную. Работает Государственным комитетом занятости населения Республики Саха-Якутия, центрами занятости муниципальных образований. Поэтому возможности, значит, получить дополнительное образование, переподготовки рабочих профессий большие. И все условия созданы. Мы можем даже учить наших слушателей дистанционно. Дистанционно тоже есть. Для этого мы специальный класс оборудовали. Отключи, пожалуйста, микрофон.
И, конечно, если своих преподавателей не хватает, специалистов, тогда мы нанимаем. И в этом году мы заключили договор с Казанским федеральным университетом, где имеем возможность обучить наших студентов или сторонних людей получить высшее образование. Как вот Сарглана сказала, мы в конце можем дать второй диплом высшего образования Казанского федерального университета. Это очень престижный вуз, он лидером является, в тройке входит, да? Лучших вузов нашей страны. Вот такие возможности мы можем тоже предоставить. Пожалуйста, приходите, учитесь, получайте знания и дипломы. Так, дальше, значит, мы приступаем к вопросам. Давайте сначала вопросам, потом выступление. Вопросы от абитуриентов. Кто у нас абитуриенты? Пожалуйста. Иди к микрофону. Добрый день, Иван Иванович, уважаемые участники круглого стола. Я родитель, Нюрбинский район. В свое время я закончил Якутскую сельскохозяйственную академию в 1996 году. С ректором Иваном Ивановичем мы обучались в одно время. Анна Георгиевна у нас была преподавателем, родные лица, как говорится. Мы обучались в очень сложное время, потому что наша великая страна в 1991 году развалилась. Мы в тот год стали студентами. И мы вот в академии получили, как говорится, материнскую заботу в том, что в сложное время мы как бы получили поддержку и стали вот людьми, нашли дорогу в своей жизни. И когда вот мой старший сын нынче закончил 11 класс, и мы как бы подали документы в нескольких учебных заведениях, но, как говорится, человек всегда идет, где ему было хорошо. Поэтому, по моему настоянию, мой сын решил поступить в Якутскую сельскохозяйственную академию, колледж технологий и управления. И вопрос у меня такой, уважаемый Иван Иванович, планируется ли открытие или вот восстановление юридического факультета? Юридического факультета. Спасибо, за вопрос. Действительно, сегодня требования ужесточаются, вот, особенно по юриспруденции, по высшему бакалавриату и магистратуре. Но в ближайший 2021 год мы должны пройти комплексную аккредитацию. 2021 год. Это 2021 год не за горами. После этой прохождения аккредитации мы этот вопрос рассмотрим. Но пока на данном этапе мы ограничимся средним профессиональным. У нас с УФУ имеется юридический факультет, декан Гоголев Петр Васильевич. Еще работает председателем парламента республики, опытный специалист. Но у нас есть, значит, сильные юристы. По совместительству у нас работает Александр Николаевич Кимкимен, тоже доктор наук, профессор. Такие люди преподают. Они, конечно, будут лучшие знания, лучшие, значит, эти, как говорят, специалисты в этой направлении. Ну, планы, хотелки есть. Но после 2021 года рассмотрим. Так, пожалуйста, еще вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Галамариева Изольда, абитуриентка. Хотела спросить, какой размер стипендии у студентов ЯЛСХа? Спасибо. Так, у нас стипендии очень такие, так скажем, средние стипендии. В среднем у нас получает высшее образование 4500 рублей. Есть повышенные стипендии, да?
за науку получает плюс к этим деньгам, сколько, 18, да? 14 плюс вот эти, тогда 18 тысяч получается. Вот такие стипендии. По среднему профессиональному СПО, да, у нас где-то 2500 рублей стипендии. Стипендия у нас выплачивается ежемесячно. Плюс мы выплачиваем социальные, значит, выплаты нашим сиротам. Сиротам это государство обеспечивает, Минсельхоз Российской Федерации с нашей стороны. Ну, короче говоря, стипендии у нас не очень низкие, но и не очень высокие, такие средние. Спасибо. Так, еще, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Решетникова Альбина. Я закончила бакалавриат в этом году и хочу поступить в магистратуру. И приемная комиссия, у меня вопрос. Когда и как я могу посмотреть, зачислилась ли я? Спасибо. Спасибо за вопрос. Как уже ранее я рассказала, по программам магистратуры прием документов до 10 августа включительно. С 13 по 15 августа пройдут собеседования. По итогам этих собеседований 16 августа состоится заседание комиссии по зачислению абитуриентов по программам магистратуры. И в тот же день ректор, председатель комиссии подпишет приказ. Этот приказ в тот же день будет висеть на стенде приемной комиссии и на сайте Академии в разделе «Абитуриентам» вкладка «Приказы о зачислении». Все понятно, да? Спасибо. Дальше вопросы есть? Пожалуйста. Какие вопросы? Здравствуйте. Меня зовут Слепцова Мария, я абитуриент. У меня вопрос насчет лесного дела. А где можно работать после окончания обучения? Мы имеем конкретный договор с Министерством экологии, министр Сахамин Миланович Афанасьев. По трудоустройству, значит, могу сказать, по линии департамента лесного комплекса, да, более 80 вакансий на сегодняшний день. Более 80 вакансий. А так вот по лесному комплексу официально работает более 1500 человек по республике. Поэтому, пожалуйста, как говорится, работа имеется. И половина из них еще, работающих сотрудников, да, не имеют профильного образования. То есть, короче говоря, если вы специалист высокого класса, конечно, можете трудоустроиться, но карьерный рост обеспечен будет. Спасибо. Так, дальше. Вопросы, пожалуйста. Из разных государств у нас студенты учатся. Из Киргизии, из Таджикистана, из Монголии, да? Вот сегодня вижу ребят из Киргизии, пожалуйста, вот. Атын ким это? Бекнияз, да? Пожалуйста, он учился в прошлом году, практику проходил Республика Германия, ФРГ, да? Бавария. Коротко расскажи, пожалуйста, как вы проходили там практику, где, какой факультет учитесь и это. Добрый день всем. Я студент агротехнологического факультета, направление технология продукции и организации общественного питания. В прошлом году, в втором курсе, мы прошли стажировку в Германию. Мы вместе с... Конкурс проходили. Конкурс, ну, да, получили конкурс, путевку. Путевку в Германию. Да, научили язык немецкий. У меня мечта была раньше. И как бы здесь, можно сказать, сбылось. И хотел бы вам поблагодарить ректора нашей академии. Спасибо вам большое.
И мы проходили практику 6 месяцев в городе Баварии, Мюнхен. в Мюнхене. И мы с односельчанином Султаноем вместе проходили. У нас был конкурс в академии, у нас было где-то 6-7 студентов. Из этих мы прошли 2, и мы в течение 6 месяцев прошли отличную стажировку, научились, можно сказать, правильно работать. И там очень развито, можно сказать, сельскохозяйственные направления. И спасибо, хочу сказать, иностранный отдел, что поддерживали ту помощь, что мы прошли именно этот конкурс. Ну, если у студентов будет, можно сказать, желание учиться и проходить практику, то есть возможность 100% в академии. И у меня есть, можно сказать, цель после окончания учебы поступить в магистратуру в Германию. И хочу стараться в этом году и надеюсь, что буду поступить. Спасибо вам еще раз, Иван Иванович Септилов. Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо. Молодец. Вот у кого есть возможность, у кого есть желание, конечно, все дороги, все двери открыты. Сегодня студенты нашей академии имеют все 100% возможности в любую точку мира попасть, учиться, работать, практические занятия проходить. Для этого все условия созданы. Все условия созданы. Вот, мы вот совместно с Новосибирским аграрным университетом проводим стажировки для наших студентов в Германии. Город Мюнхен, там в самых передовых крестьянских фермерских хозяйствах наши студенты проходят практические занятия. А потом они, вот видите, уже желают дальше учиться, развиваться, стать лучшими, успешными людьми. Для этого знание языка нужно. Немецкий язык, английский язык. Вот у нас есть соглашение с университетом Лаваль, провинция Квебек, Канада, да? Там требуется знание французского языка и английского языка. Там лучшие, значит, опыты можно получить, лучшие знания. Это мировое рейтинге, значит, лучших аграрных вузов мира входит. Это университет Лаваль. Десятка лучших входит. Мы с этим университетом имеем такие вот, соглашения, имеем возможность направлять своих магистрантов, аспирантов туда. Поэтому вот приглашаю, это новые возможности, новые веяния. Ногу со временем. Так, дальше. Есть еще вопросы? Вопросы, пожалуйста. Так, тогда, если вопросов, переходим к вопросам от журналистов, да? Есть журналисты? Нет журналистов, да? Ну, давайте тогда подведем итоги, да? Все презентовали свои факультеты, колледж, институт. Но вуз наш развивается, работает ногу со временем. Как еще раз повторяюсь, мы прошли аккредитацию, соответствуем всем требованиям, предъявляемым федеральными службами, да, например, Рособорнадзором. Наш учредитель Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Плотно работаем с Минсельхозом Республики, с Министерством экологии, Министерством имущества земельных отношений, со всеми министерствами, которые имеют интерес к нашим специалистам. И, конечно, имеем большие планы развития. Ежегодно что-то делаем. Например, в этом году мы открыли несколько новых направлений. Вот буквально июнь месяц получили 3 лицензии получили. 4 лицензии получили. Вот такими темпами занимаемся, работаем.
плане строительства со следующего года нового общежития на 550 мест в городе Якутске. Новое современное общежитие будет. Все условия созданы. Есть хороший спортивный комплекс, где всеми видами спорта занимается. В этом году мы выставили свою команду и получили путевки спартакиаду народов Якутии. Такого не было. И планируем участвовать даже в играх Манчары в Горном Улусе. Вот такие у нас планы. Работаем. И, конечно, работаем на качество. Работаем, наш слоган, работаем на результат. На результат работаем. Вот. Специалисты у нас опытные, есть молодые, есть ветераны. Ну, у нас все, как говорится, мы друг друга восполняем. И, конечно, приглашаем всех молодых ребят к нам, себе, наш аграрный вуз, получить среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуры. Наши двери открыты. Сегодня мы даем образование по 44 программам. Так? 44 программы. Это для нас, как говорится, доверие, это для нас ответственность. И, конечно, мы ждем вас. Наш адрес — Сергеляское шоссе, 3-й километр. ЕГСХ все знают. У нас там очень красиво. Даже мы бесплатно нашим студентам завтраки даем за 5 рублей. Это тоже приятно. Разного социального статуса есть студенты. 5 рублей завтрак у нас стоит. Туда входит каша, хлеб, чай. Уважаемые родители, ваши дети голодного не останутся. Все тогда, спасибо, да? На этом закончим.